Хайырлы күннәр, добрый день. Наша пресс-конференция посвящена первому республиканскому конкурсу краеведческих работ имени Каюмы Насыри. Безнең матбугат конференциясы Каюм Насыри исемендәге беренче республика туган ягны өйрәнү эшләре конкурсына багышланган. Безнең матбугат конференциясы ике дәүләт телендә барачак. Мен кунакларыбызны тәкъдим итәм. Натфуллин Дамир Данил улы, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары. Билалов Ренат Вагыз улы, Татар-информ мәгълүмат агентлыгының баш мөхәррире, Татмедиа акционерлык җәмгыятенең генераль директоры урынбасары һәм Хәйретдинова Диләрә Ариф кызы, Максим Горький һәм Федор Шаляпин музееның өлкән фәнни хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты. Дамир Данилович, менә башта бу бәйге хакында сөйләп китсәгез иде, бу кемнең идеясе иде һәм кемнәр монда катнашалар, нинди шартлары, условия конкурса и кто может участвовать, пожалуйста. Хайрлы көннәр, хөрмәтле матбугат конференцияда катнашучылар. Безнең пресс-конференцияның темасы бүген беренче республика күләм тирә-якны өйрәнү Каюм Насыри исеменә багышланган бәйге. Ул бәйге республика күләмендә беренче тапкыр үткәрелә. Без барыбыз да беләбез, безнең киләсе ел, 2025 ел, ул безнең Каюм Насыри белән бәйле зур чараларга хас булачак. Безнең быел рәисебезнең Рөстәм Галиевич Миңнехановның боерыгы нигезендә план игълан ителгән һәм киләсе ел Каюм Насыри 200 еллыкка багышланган чаралар белән бәйле булачак. Бу бәйгенең идеясе ул безнең министрның идеясе дип уйлыйм мин. Чөнки бу тема хәзерге вакытта ул безнең өчен, безнең халык өчен бик мөһим дип саныйбыз һәм бу инициативаны Татмедиа җәмгыяте, Тарих институты һәм безнең республикада булган барлык белгечләр килештеләр бу фикер белән, бу бәйгенең кирәклеге белән һәм әлбәттә без шанып калабыз, бу бәйге ул безнең халыкта, безнең яшүсмерләрдә зур кызыксыну уятачак һәм бу бәйгенең киләчәге бар дип шанып калабыз. Уважаемые участники пресс-конференции, тема сегодняшней нашей пресс-конференции «Республиканский конкурс краеведческих работ имени Каюма Насыри». Он проводится первый раз, это первый конкурс. 2025 год, мы знаем, связан с юбилейными датами, посвященными Каюму Насыри в нашей республике. В соответствии с указом Раиса на следующий год ожидаются крупные мероприятия. Вклад Каюма Насыри в нашу историю, в развитие нашей литературы, он достаточно огромный, и в связи с юбилеем было принято решение о том, чтобы назвать конкурс его именем. Идея этого конкурса, инициатива принадлежит министру культуры Аюпу Радыхфизяну, но данную идею очень активно поддерживает и Республиканское агентство Татмедиа, присоединилось к этой идее, и наше научное сообщество, и Институт истории. Считаем, что данный конкурс, данная тема, она сейчас очень актуальна. Очень многие люди могут ответить на вопрос, что они любят свой город, свою республику, но не все могут ответить на вопрос, почему. И все-таки я думаю, что наши познания о том, что нас окружает, о истории того, что нас окружает, это очень важно. И если мы говорим о настоящем, о гражданском патриотизме, в основу его должны лежать вот именно серьезные знания и аргументация. Номинации данного конкурса их 4. История родного села, городских слобод и поселков, локальные мифы и легенды, места силы, памятники природы, памятники, святые места, артефакты прошлого, описание истории музейных коллекций, отдельных экспонатов, исторических реликвий, краеведческие маршруты и путеводители.
в соответствии с положением объем предоставляемой информации. Во-первых, принять участие в конкурсе могут все желающие от 16 лет. Заявки на конкурс принимаются. Конкурс проводится 1 февраля 2024 года. Он был объявлен 14 февраля в день рождения языковеда, писателя, историка, этнографа Каюма Насыри. И прием заявок продлится до 20 октября текущего года. По номинациям конкурс будет проходить несколько этапов. На первом этапе работа будет приниматься в электронном виде. Это будет заочный этап, по итогам которого будет сформирован шорт-лист и отобраны на первом этапе конкурса материалы. Также мы, конечно же, будем проводить онлайн-голосование. И до 1 декабря, в декабре 2024 года пройдет объявление и награждение победителей. Организатором конкурса является Министерство культуры Республики Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татмедиа, Государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан, Государственное бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Татарстан». Также, я уже сказал, достигнута договоренность с Институтом истории имени Шигабуддина Маржани, который также будет активно участвовать в этом процессе. Если говорить о номинациях, в республике и Институтом истории, Академией наук, и научными институтами, образовательными учреждениями, конечно, работа в этом направлении она ведется. Да? Буквально в этом году у нас был запущен маршрут, который был запущен в апреле. Это Чистополь, Беляр, Булгар, который сейчас действует, и все желающие могут им воспользоваться. И мы надеемся, что результатом этого конкурса, итогом этого конкурса станут новые интересные проекты, которые помимо того, что победители конкурса получают денежное вознаграждение, да, об этом, конечно, тоже стоит отметить. Первое место 80 тысяч рублей, второе место 40 тысяч рублей, третье место 20 тысяч рублей и специальный приз от «Оно наследие». Конечно, на данном этапе, может быть, призы не такие значительные, но здесь, еще раз повторюсь, конкурс проводится первый раз. На следующий год, в следующие проведения данного конкурса условия могут быть изменены, потому что долго мы обсуждали, какую возрастную категорию правильнее сделать, да, и вот остановились от 16 лет. Но очень важно, чтобы призы и итоги данного конкурса, они имели свое продолжение в нашей работе. Да, то есть это чтобы не осталось неким грузом и объемом материала, а чтобы данные проекты, которые будут победителями, были реализованы в нашем городе, в нашей республике, нашей родине. Вот. В целом, в общем-то, все. По моей части готов ответить на вопросы. Бигзур Рахмат. Рахмат. Ринат Вагизович, мына сіз не үшін бұл бәйгеге тілекташылық көрсеттіңіз? Вот почему вы решили поддержать этот конкурс и каким образом вы планируете? Ну, все, наверное, знают, что Татаринформ очень активно участвует во многих проектах, связанных с исторической тематикой, связанных с краеведением. У нас есть проект «Миллиард татар», который мы несколько лет уже активно поддерживаем. И хотелось что сказать. Вот знаете, за время работы этого проекта мы увидели такой массовый, неподдельный, живой интерес многих читателей и нашей аудитории к исторической и краеведческой тематике. То есть, знаете, есть впечатление, что в республике очень большой процент людей, он очень глубоко интересуется этим. Есть профессиональные историки, есть краеведы с большим опытом, и, ну, это, скажем так, база, которая дает содержание, которая рассказывает нам о том наследии, которое есть в республике. Но важно именно то, что люди массово участвуют. И вот мы тоже различные конкурсы свои проводили, там по различной тематике. Мы видим, что число людей, желающих
как-то себя самовыразить через участие вот в различных конкурсах, оно все больше и больше. И действительно интерес к истории, к краеведению, он буквально на глазах растет. Поэтому, когда Министерство культуры предложило нам принять в этом проекте, мы ни секунды не раздумывали и, конечно, будем его максимально активно поддерживать информационно, то есть через все наши возможные ресурсы, и Татаринформ, и те издания, которые в Татмедиа работают и близки к этой тематике. И, конечно, ожидания большие, скажем так. Очень хочется увидеть уровень работ. Мы тоже надеемся, что удастся там нам принять участие в работе жюри, тоже свои оценки вынести. И знаете, очень интересно, что это не просто конкурс, который как-то внезапно там возник, это конкурс, который имеет долгосрочную историю, уже вот сейчас можно сказать, потому что 200-летие Каюма Насыри, и об этой личности хочется действительно, чтобы возник такой диалог не на уровне только ученых, допустим, или там людей профессиональных, занимающихся исторической тематикой, а именно вот через этот конкурс хочется, чтобы об этой личности говорили, потому что, Каюм Насыри, он где-то противоречивая личность там была, да, в каких-то моментах, где-то его не всегда понимали, его новации, которые он внедрял, и его влияние, оно колоссально на нашу общественную жизнь, на нашу культуру, но мы думаем, что проведение конкурса, оно поможет его еще раз оценить в полной мере. Поэтому надеемся, что конкурс заинтересует многих, кто интересуется историей, краеведением. И, конечно, я думаю, что лучшие работы мы найдем варианты и способы, как познакомить с ними широкую читательскую аудиторию. Рахмат. Диляра Рифуна, а какие будут критерии оценки? Как вот один из членов жюри, объясните, пожалуйста. Микрофон. Дорогие друзья, как профессиональный историк-краевед, я хочу сразу сказать свои эмоции. Я очень порадовалась этому большому начинанию. Оно было необходимо, оно было очень своевременно. Ну и даже скажу так, что краеведческих конкурсов много не бывает. Сколько бы их ни было, во-первых, они всегда становятся невероятно популярными среди населения, в первую очередь среди молодежи, среди школьников. Но еще и чем больше мы будем этим заниматься, чем глубже будем знать свою историю, конкретную, маленькую, местечковую, ведь большая любовь к родине, она всегда начинается с чего-то очень маленького, со своей семьи, с истории своей семьи, с истории дома, улицы, района. Причем это тенденция не только наша, она вообще общероссийская. Много сейчас и конкурсов подобного рода происходит и по всей России, и увлекаются этим и большие серьезные люди. Даже на протяжении этого года в Казани прошло несколько больших мероприятий, связанных именно с изучением своей истории, локальной истории, местечковой истории. Конечно же, популярными становятся маршруты. Сама в этом году разработала несколько маршрутов по центральным улицам города именно для жителей этого района. То есть это не для всех, для всех желающих, конечно, но в первую очередь для тех, кто проживает в этих регионах. Я думаю, главный критерий – это, конечно, любовь к предмету. То есть интерес к той теме, которыми конкурсант увлекся, его искренняя в этом заинтересованность, это должно быть главным критерием. Ну и, конечно, всегда есть какие-то формальные моменты, которые необходимо соблюдать, допустим, начиная с каких-то правил, элементарных правил оформления,
объема, потому что увлеченный человек его не остановить. Иногда объемы бывают просто гигантскими. Думаю, что для презентации результатов своего маленького научного исследования вполне хватит страниц 8, да? 8, максимум 10 именно для презентации. А заниматься этим глубоко человек уже один раз этим увлекшись может всю оставшуюся жизнь. Главное попасть в тему, скажем так. Безусловно, как для профессионального историка могу сказать, что неотъемлемой частью исследования является его источниковая база. И не только изучать источники, пусть и они касающиеся своей родной семьи, или города, или улицы, или села, но еще и правильно их подать, то есть научиться их так вкусно, скажем так, презентабельно представить, чтобы всем желающим, зрителям, жюри конкурса тоже стало интересно заинтересовать их этим. Поэтому, я думаю, презентация своих источников это тоже будет одним из неотъемлемых критериев данного конкурса. Ну и умение подать материал, умение красиво, презентабельно, увлеченно рассказать о теме, ну, даже увлечение определенными, обладание определенными журналистскими, наверное, навыками, потому что это обычно характерно для журналистов, умение заинтересовать читателя, слушателя, зрителя тем материалом, который вам представлен. Я думаю, это будут основными критериями данного конкурса. Можете меня поправить, добавить. Ну, я в данном случае рассуждаю как историк-краевед. Спасибо за внимание. Рахмат, спасибо. Есть ли вопросы? Гаилә һәм мәктәп журналы Мөршидә Кыямова. Минем сорау шундый. Ялгышмасам, әлеге конкурс безнең февральдән башланды, әйме? Ул берничә этапта уза һәм менә беренче этабы төгәлләнеп килә дип беләм, әле төгәлләнмиме? Һәм нинди эшләр кабул ителә? Нинди эшләр кабул иттегез инде сез? Килдеме эшләр? Хәзерге вакытта иң беренчедән конкурсны игълан иткәннәр 14 февральдә, Каям Насыйриның туган көнендә, һәм иң беренчедән ул июньгә хәтле булган иде безнең, ләкин без аны узанайтырга булдык. 20 октябрьгә хәтле. Хәзерге вакытта бездә 15кә якын заявка тупланды. Һәм әлбәттә без көтәбез. Монда беләсезме ничек туры килде? Иң беренчедән каникуллар вакыты һәм студентларга килгәндә сессия вакыты, һәм без уйладык вакытны әзрәк киңәйтергә кирәк, чөнки әз вакыт бирелгән иде. Нәтиҗәдә без 150гә 200гә якын заявкаларны көтәбез. Рахмат, сорау өчен. Да. Здравствуйте, Владислав Безменов, Миллиард Татар. Я хотел узнать, где можно с положением ознакомиться? Спасибо. С положением можно ознакомиться на сайте Министерства культуры. Также положение будет разослано, если нужно, всем присутствующим после сегодняшней пресс-конференции. Я думаю, что и на наших ресурсах тоже будут размещены ссылки на ресурс, где могут приняты быть заявки. Пожалуйста. Юлай Низаев, Татар-Информ. Менә бу конкурска бит инде электрон форматта кабул ителә дип аңлыйбыз эшләр, һәм инде бу нинди форматта дибрәк, менә дөресрәк ул вордовский форматмы яки электронный булгач бит инде ул кемдер аны видео дип тә аңларга бик мөмкин, подкаст дип тә бит инде хәзер бик модага кирип бара шулар, һәм дә инде гадәттә мондый конкурслар нәтиҗәсе буларак бит инде ул берәр нинди җыентык басма нәшер ителә бит инде, андый ибер планга кергәнме юкмы? Җыентык буенча андый планнар бар, ләкин әле уйлап бетермәдек без нинди формада ул булырга тиеш. Шул ук вакытта
әйтеп китәсем килә, бәйге 2 этапта уза. Беренче этап ул шул менә тәкъдимнәрне кабул итү вакыты 20 октябрьгә кадәр һәм ул электрон форматта, DVD форматында булырга мөмкин һәм нигезләмәдә төгәл итеп язылган, ничә бит булырга тиеш, нинди шрифтта һәм фотолар булса, аларның таләпләре дә язылган. Рәхмәт. Минем сорау да шул эчтәлектә, әмма ләкин икенче төрлерәк итеп бирәм. Менә бу маршрутлар турында да сүз булды биредә, әйме? Каюм Насырыйның бит аның үзенең авылында да һәм күрше авылда да туристларга күрсәтерлек объектлар бар. Менә анда маршрут, аның юбилей уңаеннан маршрут каралмыймы? Яшел Үзән районына дип әйтик инде. Карала зур Ачысар авылы, бу Каюм Насырыйның туган җире, туган йорты анда тора һәм Яшел Үзән районы, алар шул якта, шул юнәлештә эшне алып баралар һәм әйтеп киттем, безнең киләсе ел 200 еллык булачак Каюм Насырыйның һәм аңа бәйләнгән, бу датага бәйләнгән айрым зур план кабул ителде. Һәм аларда шул туристик ягыннан бу музейның да дәрәҗәсен күтәрү өлеше кертелгән. Рәхмәт. Сораулар бармы? Әйе, Туган якны өйрәнүчеләр конкурсы дип аңлыйбыз бит инде, әйме? Бу очракта, димәк, безнең профессионал тарихчылар катнаша алмыймы? Ничек буланды бу? Андый ишекләр без куймыйбыз. 16 яшьтән олырак булган һәрбер кеше катнаша ала. Димәк, монда хәзер профессионал тарихчылар да катнаша алачак, әйме? Шулар белән үк профессионал булмаганнар да, алар ничектер номинациялар вакытында аерыламы, аларның эшләре аерым тикшереләме? Беләсең, монда жюри эше инде булачак, ләкин без һәвәскәр һәм һөнәри номинациясын аерым итмәдек әле беренче тапкыр. Ләкин бәлки киләсе елда без бу турыда да уйларбыз. Ким истәсәк мөмкинме? Һәвәскәрләр дә бит профессионал просто башка исем астында язса, без аны ничек тикшерә алабыз? Бу беренче шик туды менә шулай. Икенче мәсьәлә, әгәр дә без шикләсәк, монда бит положение нигезләмәне карасагыз, анда безнең әле мөһим художественная ценность текста, яңалык ниндидер. Менә булар барысы да нигезләмәдә бар. Һәм әгәр дә профессионал кайвакыт бик фәнни яза һәм ул мәсәлән сезнең өчен матбугат чаралары өчен бу текст кызык булмаска мөмкин. Шуңа күрә безнең менә оргкомитетта да Татмедиа вәкилләре бар һәм нәкъ текст ягыннан сезнең киңәшләрегез, карашыгыз булса, нәкъ менә без ниндидер уртак фикергә килербез. Китап мәсьәләсе, менә хезмәтләр җыелып, китап мәсьәләсе туплану турында әле җавап бирмәдегез бит инде, әйме? Шулай да ул ниндидер Татмедиа белән әлеге конкурс оештырылгачтын, ул Татмедианың басма матбугатында дөнья күрәчәкме ул хезмәтләр? Әле төгәл итеп билгеләнмәгән, ничек аны без эшлибез, ләкин андый планнар алар бар. Чөнки мин бит әйткән идем, бу бәйгенең нәтиҗәләре ничектер аларның киләчәге булырга тиеш. Аны кешегә ничектер җиткерергә кирәк, безнең белгечләргә, безнең туристик фирмаларга җиткерергә кирәк. Һәм әлбәттә бу яктан карасан, шул җыентык чыгару темасы ул мөһим. Рәхмәт. Дилара Арифовна, может, вы расскажете, вот как в аэропорту вы разместили информацию и, о своем опыте
Готовые материалы, конечно, там варианты могут быть совершенно разные. Презентации самых лучших результатов работы, это уже безусловно. Допустим, в нашем музее Горького и Шаляпина, в котором я работаю, был такой уникальный опыт на предыдущий юбилей. То есть недавно прошел очередной юбилей Алексея Максимовича Горького и Федора Ивановича Шаляпина. Разница в возрасте между ними 5 лет, поэтому юбилей всегда проходит вместе. Два друга, которые дружили более 30 лет. Ну и вот посвященные этой дружбе, дружбе семейной, дружили семьями. Прекраснейшая выставка была у нас на нескольких площадках нашего города, в том числе и в нашем любимом Пушкинском центре, и, конечно же, в нашем музее, и в Национальном музее, и в аэропорту. Это было очень ново для нас. Мы даже не ожидали, что будет такой резонанс, что люди, приехавшие в наш город, мне вообще казалось, что в аэропорту людям главный багаж забрать, на все остальное они не смотрят. Пролетают по всем коридорам, выйдя из таможенной зоны, скажем так. Оказалось, нет. Оказалось, на стены тоже смотрят. И знаем из первых рук, гости, приходящие в наш музей, сказали, что решили посетить нас именно в аэропорту, увидев фотографии, которые сделаны с подлинного материала, с подлинных, с первоисточников, которые у нас в фондах имеются. Так что мы вполне, наверное, можем продумать этот вариант и самые лучшие работы, презентации. Я просто уверена, что материал обязательно встретится просто уникальный. Какие-то подлинные редчайшие фотографии, какие-то карты, рукописи обязательно всплывет. Вот этим еще интересны подобные конкурсы, потому что они всегда имеют не только тот результат, на который рассчитываем в широком смысле поднятие патриотизма, любовь к родине, родному краю, это, конечно, безусловно, это самая главная цель. Но еще как историки, как жители этого региона, думаю, для себя сделаем большие открытия. Они всегда бывают в результате таких конкурсов. И это, наверное, один из самых, ну, может, таких неявных, подспудных, но один из самых главных результатов. То есть открытие всегда будет, мы на них надеемся. Спасибо. То есть вы видите так и глобальные, ставите глобальные цели, да, по части изучения вот. Обязательно, иначе как же? Романа. Всегда надо ставить большие цели. Тем более в таком прекрасном начинании. Есть вопросы? Пожелания? Дамир Данилович. Надеемся, что с вашей помощью количество заявок у нас после сегодняшней пресс-конференции в геометрической прогрессии вырастет, потому что действительно у нас есть опасения, что не до всех, кто бы мог принять участие, мы донесли информацию. У нас такие опасения есть после каждого конкурса, но вот здесь как бы особо хотелось как можно максимальное количество заинтересованных людей вовлечь в эту историю. Спасибо. Анди тилдерде кабыл ителе материалдар? Екі тілде қабыл етілі. Татар тілінде, рус тілінде. Да. Негізләмә безнең каналда булачак, Минкульт РТ. Положение будет в телеграм-канале, ВКонтакте, Минкульт РТ. Рахмат. Матбугат конференциясы төгәллибез. Зур рахмат. Большое спасибо.